Здравия желаю. Я обращаюсь ко всем сотрудникам правоохранительных силовых органов, КНБ, МВД, СОБР, армии, прокуратуре. В настоящее время наш Казахстан на пороге больших перемен, ибо нынешняя власть в лице Назарбаева привела нашу страну к глубочайшему политическому, экономическому, культурному кризису. Время правления Назарбаева более 30 лет. Мы пришли к духовному вырождению как нация, когда тотальная коррупция, созданная нынешней властью, изнутри разъедает всю государственную систему Казахстана, создает угрозу нашей независимости, будущего казахского государства. Создались условия постепенной и тихой китайской ассимиляции, экономической и политической колонизации Китаем и Россией нашей страны. Мой стаж государственной службы более 11 лет. Из них 8 лет я прослужил в системе МЧС в звании капитана противопожарной службы. В августе 2013 года ушел в отставку. За годы службы ни разу не привлекался к дисциплинарным взысканиям, не ронял честь и высокое звание офицера, имел неоднократные поощрения, грамоты, медали. Я не понаслышке знаю, что такое служба. Недавно произошел трагический случай, пожар в Астане, унесший жизни пяти несовершеннолетних детей. Аналогичные случаи произошли в Кызылорде, где погибли 3 детей. В Павлодарской области 4 человека угорели. Таких случаев очень много по стране. Руководство в лице Назарбаева, пенсионера-депутата Калоеда Владислава Косарева хотело сделать сотрудников противопожарной службы виновными, крайними всех этих пожаров, трагедий. Однако официально заявляю, что это не так. Я, как бывший сотрудник противопожарной службы, знаю и видел, как мои коллеги, пожарные спасатели, бойцы по духу и жизни, не жалея своей жизни, здоровья, бросались в горящие дома, спасая детей, стариков, рискуя жизнью и здоровьем, вытаскивали из горящих домов газовые баллоны, в бураны и метели спасали людей от замерзания и обледенения, весенние паводки и наводнения. Ночами тушили в 40-градусные морозы пожары, мокрые и до костей промерзшие от водометных орудий. В ночное время тушили лесные пожары на уровне 900 метров над уровнем моря. Делали свою работу, спасали людей, кровь, домостроение, экологию. Депутат Косарев, вы не имеете права винить сотрудников противопожарной службы. Они служат достойно и беззаветно. Как раз таки, такие как вы, просиживая свои штаны в парламенте, будучи глубоким 82-летним пенсионером, получая большие пенсии, зарплаты, льготы, не можете исполнить свои прямые обязанности, защищать и отстаивать в парламенте интересы своего народа, интересы многодетных матерей, ущемленного и нищего народа, их права и интересы. Но при этом вы себе начисляете миллионы тенге зарплат, а многодетным матерям жалкие пособия. Именно такие, как вы, депутаты, узакониваете антинародные поправки в закон, подписываете вхождение страны в Евразийский союз, когда вносятся изменения в земельный кодекс, дающие право продажи священной казахской земли в частную собственность иностранцам, китайцам, и не вмешиваясь в другие социально острые общественные процессы, как это было в городе Караганде, отрекаясь со словами: «А зачем мне это нужно?» Именно такие, как вы, помогаете назарбаевскому режиму вносить антинародные законы. Парламент фактически стал безмолвным, ручным нотариусом президента Назарбаева. Я считаю, что виновниками таких трагедий должна ложиться полностью лично на президента Назарбаева, депутатов страны, министров, акимов, которые не смогли газифицировать страну, поднять экономику, создать достойные условия для жизни многодетных детей, инвалидов, пенсионеров и других, повысить пособие, обеспечить доступным жильем, поднять статус многодетных матерей, а не создавать нищету и убогость в богатой нефтью и другими полезными ископаемыми земле Казахстана. Многодетные матеря от безысходности вышли к властям и президенту с обоснованными требованиями. Наши женщины, наши матеря, создающие нам будущее, рожающих наших братьев и сестер, будущих честных воинов, защитников, полицейских, военных, учителей, требуют защиты своих прав и интересов. Их требования на 15 февраля 2019 года – это требования нашего народа, это требования настоящего источника власти, казахского народа, как гласит Конституция страны, основного закона.
Требовать – это право народа, которое предусмотрено международным правом, Всеобщей декларацией прав человека ООН, Международным пактом о гражданских и политических правах человека ООН, и не является каким-либо актом экстремизма, терроризма, как это могут преподнести нынешняя власть Назарбаева. Потому я, как бывший капитан противопожарной службы, офицер в отставке, прошу всех офицеров страны, кто носит погоны и звания, для кого честь мундира не пустой звук, прекратить репрессии, гнобить, пугать свой народ, наших матерей, прекратить исполнять преступные приказы своих пожилых командиров, которые боятся потерять свою жалкую пенсию, собачьи льготы, которые давно потеряли честь и достоинство, для которых честь офицера, воинское звание, ранги стало прикрытием своего страха, прислуживая авторитарному политическому режиму Назарбаева, Масимова, Касымова. Народные судьи Актауского городского суда, председатель Актауского городского суда Малик Кинжалиев, судья Гульнар Байтурова, одни из первых в судебной системе страны вынесли законный оправдательный приговор, когда невиновную женщину хотели осудить только за то, что выразила свое мнение. Эти народные судьи показали, что интересы одинокой, многодетной матери, истинной женщины Айгуль Акберды превыше указа Акарды. Они знали, что их лишат своих должностей. Они знали, что больше не смогут быть судьями, отправлять правосудие, но именно их этот подвиг останется в памяти народа. За это им честь и хвала, с уважением к таким народным судьям. Такие судьи – это наша гордость, это наши истинные сыны казахского народа. Они внесли свою лепту в историю развития, становления демократического, правового, сильного государства. Они осознали свою роль в борьбе за народные интересы. Офицеры, вне зависимости от служб, КНБ, МВД, армии, прокуратуры, мои братья, у тех, у кого еще осталась хоть капелька совести, чести, достоинства, поддержите наших обездоленных матерей, наших женщин, которые от нужды и нищеты 15 февраля просто будут требовать от властей защиты своих прав и законных интересов. У вас тоже есть мамы, сестры, дочери. Как вы будете смотреть им в глаза после позора репрессий в отношении наших казахских матерей? По сути, все в ваших руках. В крайнем случае подайте рапорты на увольнение. Просто можно не исполнять преступные приказы, оставаться людьми, мужчинами, отцами, защитниками своего народа. Вы тоже часть народа, вы тоже дети этого народа. Наш священный долг служить своему народу, а не узурпаторам и диктаторам. Пришло время и вам понять вашу роль в становлении демократического правового государства. Честь имею, Аслан Курманбаев. До свидания.